Добрый день, дорогие коллеги, слушатели. Каждый год в нашей стране проходит всероссийская акция «Подари мне жизнь» по теме профилактика абортов, которая была, есть и останется самой актуальной. Чрезвычайно важной проблемой в современном акушерстве является аборт. Нежелательная беременность – это серьезная социально-демографическая проблема. Общеизвестно, что аборт является причиной материнской смертности, оказывает отрицательное влияние на рождаемость, является причиной гинекологической заболеваемости женщин. В ряде случаев приводит к осложнениям в родах. Аборт рассматривается не только как физическая, психологическая травма, но и как значительный гормональный стресс. По данным Всемирной организации здравоохранения, аборт представляет собой серьезную медицинскую проблему, а также влияет на демографические процессы, их взаимосвязь с социально-экономическими, социально-гигиеническими и медицинскими факторами. Ежегодно в мире с помощью искусственного аборта прерывается более 55 миллионов беременностей. При этом 20 миллионов абортов производится нелегально. На каждые 1000 родов в различных странах мира приходится от 100 до 500 абортов. Ежегодно от их осложнений в мире умирает около 70 тысяч женщин репродуктивного возраста. К сожалению, Россия входит в число стран, в которых аборт весьма распространен и поэтому остается актуальной медицинской и социальной проблемой. Само по себе распространение абортов не является фактором, оказывающим понижающее действие на рождаемость, поскольку аборты – это следствие определенных репродуктивных установок. Тем не менее, аборты могут рассматриваться как непосредственная причина изменения уровня рождаемости в связи с их влиянием на репродуктивную функцию женщин, жизнеспособность их плода, а также в связи с установкой на меньшее число детей в семьях, где больны оба или один из супругов. Социально-гигиенические исследования показали, что плохое состояние здоровья супругов, особенно жены, основной мотив отказа от рождения очередного ребенка. Около половины супружеских пар, страдающих хроническими заболеваниями, в качестве необходимого условия для рождения второго ребенка и последующих, указали улучшение состояния здоровья. Таким образом, репродуктивное поведение населения зависит от конкретных условий жизни, к которым относится состояние здоровья супружеских пар. Около половины супружеских пар, страдающих хроническими заболеваниями, в качестве необходимого условия для рождения второго ребенка и последующих указали улучшение состояния здоровья. Таким образом, репродуктивное поведение населения зависит от конкретных условий жизни, к которым относится состояние здоровья супружеских пар. Несмотря на то, что этот факт не является основным формированием репродуктивных установок, в нем заложены значительные резервы повышения рождаемости. Известно, что более половины бесплодных женщин страдают вторичным бесплодием, которое возникает в результате гинекологической заболеваемости и абортов. Снизив частоту абортов, можно получить дополнительное рождение у женщин, чьи репродуктивные установки на большее число детей были не полностью реализованы в связи с плохим состоянием здоровья. Это повысит также выживаемость детей, сократится число мертворожденных, недоношенных и выкидышей. Понятие аборта и виды абортов. Аборт в переводе с латинского означает выкидыш. Это единственная операция, за исключением противопоказаний к беременности, которые делаются при отсутствии заболевания и наносят вред здоровью женщины. Аборты бывают самопроизвольными и искусственными. Также естественные, эти же называемые самопроизвольные выкидыши, криминальные, проводимые вне стен медицинского учреждения и дающие наибольшее число серьезных осложнений. Медицинские. Искусственное прерывание беременности на разных сроках. Это мини-аборты или вакуум-аспирация в сроке до 3 недель задержки менструации, инструментальные аборты до 12 недель гестации, на сроке 18-22 недели производят искусственные роды или операция малого кесарево сечения в соответствии с медицинскими и социальными показаниями, и фармакологический аборт на сроке до 42 недель аменореи. Что касается последствий аборта, любой аборт, проводимый как хирургическим, так и консервативным способом, неизбежно несет за собой риск осложнений и нежелательных последствий. Если аборта не избежать, лучше воспользоваться не хирургическими способами прерывания беременности, так как они сводят к минимуму вероятность возможных осложнений. При нехирургических методах прерывания беременности нет проникновения инструмента в матку, следовательно, нет ее механических травм, нет воспалительных осложнений и нет осложнений, связанных с применением наркоза. Однако даже при самых лучших условиях, когда аборт произведен в клинике опытным специалистом, не исключены негативные последствия для здоровья в результате осложнений.
Осложнение аборта делится на 3 группы. Ранее – это во время аборта или спустя 1 неделю. Перфорация матки представляет собой разрыв стенки матки. Гематометрия – накопление крови в полости матки вследствие послеоперационного кровотечения на фоне плохого сокращения матки и неадекватно проведенного гемостаза. Неполный аборт имеет место при неполном изъятии плаценты частей плода. Клинически проявляется продолжающимся кровотечением, болезненными схватками и плохим сокращением матки. Требует повторного выскабливания полости матки, то есть реабразии, с сохранением частей плода или плаценты в матке. Связано такое отдаленное осложнение, как плацентарный полип, или, иначе говоря, гестационная трофопластическая болезнь. Несостоявшийся аборт – это частый случай неполного аборта, где произошло полное оставление отторгнутого плода в полости матки. Разрывы шейки матки могут быть 2 степеней выраженности. Это надрывы влагалищной части и разрывы стенки шейки матки. Без ушивания в исходе разрыва шейки матки, исмикоцервикальная недостаточность, эктропион, шейно-влагалищный свищ. И, конечно же, острая кровопотеря. Позднее осложнение – это 1 неделя, 1 месяц. Поздним осложнением аборта следует отнести гинекологическую инфекцию всех степеней по классификации Бартельса сазоновой, вплоть до гинекологического сепсиса. Это такие как метроэндометрит, обострение хронического аднексита, сальпингоофорит, пиометра, пиосальпингс, параметрит. И отдаленные осложнения аборта поздние 1 месяц. Нарушение авариально-менструального цикла, плацентарный полип, синдром Ашермана, исмикоцервикальная недостаточность, эктопия шейки матки, эндометриоз, нарушение проходимости маточных труб, изомонизация по рез-фактору, вес отрицательных женщин. Так, осложнения после аборта могут развиться у женщины спустя некоторое время. Это может быть через несколько месяцев, как я уже говорила, даже несколько лет. У 18% женщин через 2 месяца после сделанного аборта разовьется хроническое воспаление придатков матки. У 11% эрозия шейки матки, у 7% эндоцервицит, у 4% различные нарушения менструального цикла. Спустя 2 года после сделанного аборта эти показатели увеличиваются в несколько раз. Одним из наиболее грозных осложнений аборта в нерожавших женщин является резкое увеличение риска развития рака груди. Как известно, этот вид рака занимает 1-е место среди причин смертности от онкологических заболеваний во всем мире. Исследования показывают, что у нерожавших женщин, сделавших аборт, вероятность развития рака груди увеличивается на 300%. А если такая женщина имела несколько абортов и первый ребенок у нее родился не раньше 35 лет, то риск возрастает в 8 раз. Понять, почему так происходит, достаточно просто, потому что первая беременность начинается особым образом, переформировывает и перестраивает клетки молочных желез, подготавливает их до сих пор неиспользованной функции, то есть выработки грудного молока и кормлению ребенка. Формирование клеток идет практически на протяжении всей беременности, заканчивается уже к самим родам. Если же женщина делает аборт и прерывает беременность, таким образом, к сожалению, то же самое относится и к самопроизвольному прерыванию беременности, то клетки грудных желез остаются несформированными, их развитие не завершается. Такие клетки имеют значительно большую способность к раковому перерождению, нежели сформированные окончательно, равно как и еще не начавшие свое формирование. Особое место среди всех осложнений абортов занимает постабортный синдром. Этот синдром включает в себя различные симптомы, как физиологические, так и психологические. Многие из этих симптомов женщины никак не связывают с прошедшим абортом. Наиболее распространенными признаками постабортного синдрома являются бесплодие и проблемы с зачатием, преждевременные роды, выкидыши, внематочная беременность, сексуальные расстройства, депрессия, чувство вины, суицидальные наклонности, отчаяние, доминирующее желание еще одной беременности, анорексия, ночные кошмары о детях. Ученые, занимающиеся генетикой, считают, что после аборта в матке остается информационный след памяти о ребенке, который был удален до рождения, и этот след влияет на психику последующих детей и на их отношения с родителями. Методы профилактики искусственного прерывания беременности. Вопрос профилактики абортов – это без преувеличения вопрос национальной безопасности. Россия находится на 1-м месте в мире по количеству абортов. В первую очередь профилактика аборта включает в себя предоставление женщине и ее близкому окружению полной и достоверной информации о последствиях аборта, как физических, так и духовных. Профилактика абортов – это понятие широкое и многоаспектное. К методам профилактики абортов относятся это планирование семьи и контрацепция.
Планирование семьи следует рассматривать как один из важных путей сохранения здоровья населения. Поэтому чрезвычайную важность приобретают адекватные медицинские, социальные мероприятия, направленные на охрану репродуктивного здоровья, начиная с самого раннего детства. Планирование семьи – это комплекс медико-социальных мероприятий, позволяющих предупредить нежелательную беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учетом возраста женщины, ее здоровья, количества детей в семье и других факторов, то есть предупреждение слишком частых, ранних и поздних родов. Правильно подобранные средства контрацепции, помимо контрацептивного эффекта, оказывающие лечебные действия, также могут предупреждать заболевания, передаваемые половым путем. Контрацепция с латыни означает против зачатия, то есть предохранение от зачатия. На современном рынке у нас медицинских и фармацевтических услуг существует огромное количество методов для предотвращения нежелательной беременности. Существующие методы контрацепции можно условно разделить на две группы. Это первое, к традиционной группе относится ритмический метод, который известен в литературе как календарный или температурный метод, прерванный половой акт, механические средства, химические с локальным действием. Ко второй группе современных методов относятся гормональная или оральная контрацепция и ВМС, внутриматочные средства. Выделяют несколько видов контрацепции. Механическая. Изучение эпидемиологии контрацепции показало, что у нас в стране отношение к современным методам контрацепции, особенно гормональной, остается настороженным, в результате чего более половины женщин используют традиционные барьерные противозачаточные средства, и, к сожалению, существует обратная взаимосвязь между эффективностью метода и частотой его использования. В заключение хотелось бы отметить, что аборт – это не метод контрацепции и это не норма. И оплодотворенная яйцеклетка – это не просто клеточная масса, это полное и абсолютное проявление жизни человеческого существа. Аборт – это путь к женскому одиночеству, не любовь к себе как к женщине. Спасибо за внимание. Роль медицинских работников заключается вообще в профилактической работе, вы знаете, которую мы должны как медики, не только акушерки, гинекологи, акушерки, все медработники должны вести работу для того, чтобы каждая женщина знала о тех вопросах, которые вот сейчас осветили. Конечно, многие женщины, имея здоровье такое, которое не позволяет быть матерью, они должны заниматься оздоровлением своего организма. Вот сейчас то, что мы проводим диспансеризацию, всеобщую диспансеризацию, это касается и женщин, и детей, которые рождаются больными, потому что это будущие матери, вы знаете, подростки. И, конечно, ситуация тоже осложняется тем, что у нас вообще по России за первые 4 месяца на почти 150 тысяч жителей стало меньше. Рождаемость вообще катастрофически падает. Если у нас где-то лет 10 назад рождалось 1100-1150 по прописке и по нашему родному по направлению, кто направляет, сейчас осталось всего где-то 800-700 родов. Поэтому это говорит о том, что все-таки женщины у нас по заболеваемости, которые по планированию семьи работу проводят, выявляют женщин. Говорит о том, что женщин у нас много стало больных женщин. И поэтому нам надо вести санитарно-просветительную работу, чтобы в семьях было благополучие. Это зависит от социальных вопросов, конечно, тоже. Но мы должны работать над тем, чтобы здоровые женщины рожали здоровых детей. Вот это наша главная задача. Поэтому я хочу пожелать всем вам здоровья, нашим медикам, и чтобы мы свои функциональные обязанности тоже выполняли в плане проведения санитарной процедуры.